Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Здорово. О, привет, как дела? Да блин, хочу танцевать. А что не танцуешь? Я уже не молодежь. О, привет. Снимаешь? Снимаю. Да ладно, не стесняйся, нормально. Все свои. Я даже не знаю, что сказать. Когда вам удачи, чтобы вы покупались, тоже приехал, папа не отпускает. Ну, удачи не дает. Спасибо. Поехали. Мы – это экипаж из 2 человек. Капитан корабля – отважный Сергей. И бессменный штурман – это я, Оксана. Мы отправились в дорогу, которая казалась нам совершенно невозможной, очень далекой и невероятно сложной. Но опыт дальних дорог у нас уже был. В 2016 году мы галопом объездили весь Казахстан, Узбекистан и Кыргызстан. Видео можно посмотреть тут. А на этот раз нас ждало озеро Байкал, жемчужина России, до которой просто дофига километров. Вторая заправка с начала поездки. Вот, направляемся газом. Это Курганская область. Проехали мы уже 300 там с лишним километров, около 400 уже. Вот, едем дальше. Солнышко, привет. Привет. Речка, не речка тут. Вон вода. Блин, комаров сколько. Остановились на причал. Возле такого дикого озерца. Что покушать, там чай попить. Остановились на дороге, так как везде тут болотистая местность. А тут у меня солнышко готовит покушать нам. Та-дам! Это Омский рай, короче. Чувак остановку везет. Мы едем за остановкой. Мы находимся в Новосибирской области. Около города. Это город или деревня? Татарск. Итак, в первый день мы проехали около 1300 километров. Выехав из города Шумиха, что в Курганской области, мы планировали доехать до Новосибирска. Но, съехав с дороги, когда уже стемнело, заночевали примерно тут. Доброе утро, друзья, доброе утро. Мы проснулись, время около 3 часов по нашему времени, по челябинскому. Мы переночевали вот здесь, вот в этом месте. Просто вдоль дороги, сошли с дороги немножечко. Вот сейчас проснулись, личико помыли, вскипятили воду. Сейчас будем пить кофе. Тут просто неистово жрут комары, это просто же... Жесть просто. Доброе утро. Доброе, солнышко. Как дела? Чай завариваю. Жрут комары? Да, солнышко закрывает. Через пару часов мы доехали до Новосибирска и первым делом заправились.
Заправлялись мы газом, что существенно сокращало транспортные расходы. По территории Российской Федерации цена на газ варьируется от 18 до 26 рублей за литр. Это Новосибирская гидроэлектростанция. Правда, с нашего ракурса она выглядит не очень эффектно, поэтому вот. Это единственная гидроэлектростанция на реке Обь. Она построена в 50-х годах прошлого века. Играет важную роль в обеспечении водо- и электроснабжения Новосибирска, а также улучшении условий судоходства по Оби. С Новосибирска мы двинули на юго-восток, в сторону Алтая, по дороге Р-256, которая больше известна как Чуйский тракт. Да, тот самый Чуйский тракт, который по оценке журнала National Geographic вошел в топ-10 самых красивых дорог мира. Но раскрываться эта красота начала для нас чуть позже. Приехали мы в Барнаул, и Сережа говорит: хочу посмотреть на завод алтайский, там шинный какой-то. Ну ладно, дойдем пешком. Вот, и приехали мы, значит, на этот завод на проспекте Космонавтов. Вот так этот завод выглядит. Вот он, алтайский шинный комбинат. Сфоткаю. После Бийска вдоль дорог все чаще стали появляться торговцы ягод. Я не смогла отказать себе в сладкой, сочной, вкусной клубнике. Кстати, маршрут мы строили с помощью приложения Maps.me, которое и в прошлый раз помогало двигаться в правильном направлении. Оно работает офлайн, это весьма удобно, потому что интернет бывает не везде. Как водичка? Ничего не прохладное. Как река называется? Только машина. Катунь. Катунь. Так круто вообще. Такая собачка. Собачка-турист. У него даже чайничек есть, смотрите. Котик он. Тут вон все принадлежности у него за спиной. А у него кость. Так круто. Опыт прошлого автопутешествия нас подготовил ко многому. Например, на этот раз мы ни разу не воспользовались услугами гостиниц, а преспокойно укладывались спать прямо в машине, просто немного съезжая с дороги. Мы ни разу не обедали в кафе, а готовили еду и кипятили чай на портативной газовой горелке. А нет, хотя разочек все же обедали, когда заехали в Монголию, чтобы попробовать местную кухню. Мы ни разу не покупали воду в магазине, потому что по дороге огромное множество родников, с которых вода намного вкуснее. Шмехова. Ой, как круто. Водичку набрать. Как видите, после Бийска картина за окном существенно менялась, заставляя нас все чаще останавливаться. Я не понимаю, почему камера не перейдет. Посмотри на это сзади солнышко, посмотри на это чудо. Камера вообще не передает того, что вижу я. Не понимаю, почему так. Тут просто вообще, просто офигенно, обалденно. Я попала в будущее. Я мечтала именно об этом. И сбылось именно это. Это просто чудо. Рахмет. Мы еще
многое делали впервые, проходя эти неизвестные нам пути. Порой я просто забывала снимать, заглядываясь на эту красоту. То, что снимать не удавалось, впитывали. Долго молчали, очарованные этим миром, до сих пор даже сами не веря, какие же края нас занесло. Алтай – это бесспорно то место, где начинаешь жалеть, что у тебя нет дрона, чтобы посмотреть на эти места сверху. Когда солнце скрылось, мы свернули с пути и спустились к реке Сима. Это левый приток большой реки Катунь, которая сопровождала нас всю дорогу по Алтаю. К концу второго дня путешествия мы проехали примерно 2100 километров от дома. И это было, очень круто. Сейчас около 9 часов вечера. Солнце уже скрылось, потому что здесь горная местность. Мы остановились вот здесь, около речки. Спустились просто с дороги. Сейчас будем готовить кушать. Здесь останемся. Вот такое красивое место. Привет. Такое тихое место. Уф. Водопад. Бодрящая вода, бодрящая. Это вот красные глины. Мы находимся на территории Монголии. Бесконечная красота.